Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатуллина и коротко о темах выпуска. В Бавлинском районе раскопали древнее поселение. Ему 3500 лет. Это середина второго тысячелетия до нашей эры. Об уникальных находках археологов расскажем в репортаже. Они создают движение. Выражаю слова искренней благодарности за ваш труд, за ваш вклад в развитие нашей республики, нашей страны. Как в Автограде отметили День машиностроителя, расскажет Рамиль Шайдулин. Врачи РКБ провели сложнейшую операцию пациенту с раком легких. Хорошо чувствую. Наверное, так же, как будто ничего не было. Подробнее в материале с Ириной Васильевой. В Татарстане планируют ввести обязательную регистрацию собак. Я за, потому что, пусть они будут научаться. Подробности законопроекта в репортаже Алены Струминской. Археологическое открытие в Татарстане. В селе Сергапово Бавлинского района нашли древнее поселение 15-16 века до нашей эры. Кости, керамика и бронзовые серпы, которым 3500 лет. Все это обнаружили археологи из Саратовской и Московской областей. И сейчас они ведут раскопки на 12 тысячах гектарах. Бавлинская земля богата на памятники археологии. Их здесь с десяток. И до этого находили уникальные артефакты Золотой Орды, древние кладбища. Открытие этой недели доказало, юго-восток Татарстана остается белым пятном на историко-археологической карте Волга-Уралья. Как специалисты наткнулись на культурный слой у села Сергапово? Подробности в репортаже. Конечно, мы только начали еще работать. Но, тем не менее, уже сейчас есть достаточно редкие находки. Вот сегодня мы нашли клад бронзовых серпов. Находкам 3500 лет. Они, как и все поселение, относятся к 15-16 векам до нашей эры. Это эпоха поздней бронзы. Изготовлены в литейных формах. Поблизости Уральские горы, где была развита металлургия и металлообработка. А, быть может, серпы отлили местные жители. Скорее всего, это был клад бронзовых серпов. Потому что, если бы это какая-то, случайно уронили, он был бы один. А тут они лежали три вместе, и, скорее всего, они были либо завернуты в рогожку в какую-нибудь, либо, может быть, в каком-то кожаном мешочке находились и были спрятаны до лучших времен. Наши предки селились в непосредственной близости от воды. Это поселение расположено на берегу реки Ик. Здесь планируют реконструкцию нефтяных труб, но по закону строительные работы можно вести только после исследовательских, в том числе археологических. Так ученые обнаружили древнее поселение. Сегодня раскопки идут на 12 тысячах квадратных метрах. Делают чертежи местности и рисунки находок. Я делаю стратиграфию, отмечаю на чертеже слои. Их высоту, порядок. Указываю, где находится культурный слой, где находится материк. Большая группа археологов приехала в Бавлинский район из Москвы. Керамические и костные материалы из культурного слоя поселения Сергапово-1. В эпоху бронзы на данном памятнике жили племена срубной культуры, на что указывает керамический материал. И видно, что они были скотоводами, большое количество костей мелкого рогатого скота. Определить, каких именно животных разводили жители поселения, смогут специалисты-остеологи. А пока все найденные материалы обрабатывают лаборанты Института археологии. Моем кость зубной щеткой, аккуратно в воде убираем лишние остатки земли внутри и снаружи, и также прочищаем боковые стороны. Исследования на территории Исергаповского сельского поселения только начались. Археологи уверены, впереди еще много ценных находок. Лина Зинатуллина, Индира Сайфуллина, Булат Минязов, ТНВ, Бавлинский район. В преддверии БРИКС в Казани усиливают меры безопасности. Как сегодня сообщили на заседании антитеррористической комиссии в мэрии, в ближайшие дни запланирован ряд мероприятий. Силовики проверят квартиры, сдаваемые в аренду, общежития, СНТ, подвалы, чердаки. Все это делается для выявления подозрительных людей, которые могут участвовать в подготовке и совершении диверсионно-террористических актов. Полиция обращается к жителям и просит сообщить информацию о лицах, снимающих жилье посуточно или на длительный срок с возможностью хранения беспилотника. Покупки жилья не казанцами и татарстанцами, а те, кто покупает продукты длительного хранения, средства слежения, интересуются покупкой оружия и боеприпасов. Также нужно обратиться к правоохранителям, если вы увидели строительство землянок и блиндажей. Информацию о подозрительных людях или действиях можно сообщить по телефонам, указанным на экране.
Главное событие дня – все новейшие достижения татарстанского машиностроения сегодня в Набережных Челнах. В Автограде прошло масштабное празднование Дня машиностроителя. Поздравить челнинцев приехали глава Минпромторга России Антон Алиханов, он впервые в Татарстане в новом статусе, и раис республики Рустам Минниханов. Машиностроение – один из флагманов татарстанской экономики. За 7 месяцев этого года предприятия отрасли отгрузили продукции почти на 800 миллиардов рублей. Рамиль Шайдуллин с площадки празднования. Военная и гражданская техника, гоночные грузовики, электромобили и даже вертолеты. И да, мы не на выставке новинок мирового автопрома, а в Челнах у автопрома татарстанского. Все это производят у нас наши машиностроители. И вот так с размахом они отмечают сегодня свой профессиональный праздник. Поздравить машиностроителей приехали Рустам Минниханов и министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. Их познакомили с новинками и модернизированными флагманами татарстанского автопрома. Здесь и самосвалы, и тягачи, и автобусы, сельхозтехника и собственные беспилотники. Наверное, один из ярчайших примеров того, как татарстанское машиностроение делает флагманы в масштабах всей России, это вот этот санитарный бронеавтомобиль «Линза», разработанный специально для участия в боевых действиях на переднем крае. Уже с первых дней применяется на СВО и ежегодно дорабатывается с учетом полученного там опыта. В 2023 году машина была полностью импортозамещена, то есть машина сегодня производится только на российских компонентах и на российских материалах. При этом все тактико-технические характеристики машины, они сохранены. Здесь представлено стекло с испытаний, здесь идут 3 выстрела автомата Калашников 7,62 на 39. Данные стекла применяются на нашем автомобиле. Эта компания новичок российского авторынка, но уже нашла своего покупателя. Они бронируют любой из существующих автомобилей. Все отечественное, бронесталь отечественная, стекла отечественные, все решения применяются отечественно. Машиностроительная отрасль России объединяет почти 4 миллиона человек. И не случайно, что профессиональный праздник отмечают в Челнах. Здесь в Татарстане вертолеты, самолеты, автомобили, сельхозтехнику, без которой невозможно развитие нашего агропромышленного комплекса. А то внимание, которое республика уделяет развитию этого сектора, конечно, вызывает уважение. Мы с Рустамом Нургалевичем сегодня тоже были на нескольких заводах. Он лично сам следит за строительством федеральных объектов, то есть действительно переживает и поддерживает. Я хочу отдельно его поблагодарить. Рустам Нургалевич, вам, всей вашей команде большое спасибо за этот подход. Выражаю слова искренней благодарности за ваш труд, за ваш вклад в развитие нашей республики, нашей страны. И, конечно же, самое сложное время, несмотря на санкции, на сложности с компонентами, республики справляются. Справляются, потому что у нас вот такая мощная команда, у нас хорошие традиции. Лучших машиностроителей наградили федеральными и республиканскими наградами. Звание заслуженного машиностроителя России получил главный специалист литейного завода КАМАЗа Наиль Гемадеев. Медали ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени удостоен генеральный директор Элекона Павел Коротченко. Самый большой подарок ко Дню машиностроителя преподнес КАМАЗ. Они выпустили юбилейный 2,5-миллионный грузовик. КАМАЗ 5-го поколения выполнен в красном цвете. Рядом предыдущие 2 в синем и белом исполнении. Вместе образуя цвета российского триколора. Затем гости отправились на полигон научно-технического центра КАМАЗа. Здесь была представлена выставка современных моделей татарстанского автогиганта. Антон Алиханов и Рустам Минниханов сели за руль и лично протестировали КАМАЗ 5-го поколения. Самое главное здесь люди. Команда, которая здесь работает, Сергей Анатольевич, его команда. И огромная поддержка правительства, значит, Министерства промышленности. Вот эти проекты, которые мы сегодня смотрим, без федеральной поддержки они нереальны. Поэтому это наш бренд, это наша гордость. Несмотря на все ограничения, на все сложности, которые были у нас в 2022 году, связанными с санкциями, КАМАЗ успешно с ними справляется.
успешно развивается, осваивает новые модели, осваивает глубокую локализацию производства и двигателей, и автоматических коробок передач. Ну, я, конечно, впечатлен масштабом. По словам директора КАМАЗа, это только начало. На подходе серийный выпуск грузовиков нового поколения. Самая основная задача у нас впереди стоит – это выпуск автомобилей 6-го поколения. Вы видите, что мы очень серьезно стали заниматься карьерной техникой. У нас ниша на рынке нашей освободилась, либо ее сегодня китайские производители будут занимать, либо мы сами это сделаем. У нас есть намерение сделать это самим. Сегодня в Татарстане работают порядка 4000 предприятий машиностроения. Здесь трудятся больше 133 тысяч жителей. Рамиль Шайдун, Данил Филатов, ТНВ, Набережные Челны. Глава Минпромторга России Антон Алиханов вместе с Рустамом Миннихановым посетил Казанский авиационный завод. Осмотрели ход модернизации предприятия. Обновление стало одной из самых грандиозных строек в авиаотрасли в новейшей истории страны. Оно проводится за счет комплексной программы развития авиационной отрасли России до 2030 года. Из 24 запланированных объектов 9 уже ввели в эксплуатацию. С вводом остальных предприятие выйдет на новый уровень и существенно сократит сроки выпуска гражданской и военной продукции. Здесь же главе Минпромторга и Раису показали самолет Ту-160М, которому по поручению президента России Владимира Путина присвоили имя государственного советника республики Минтимера Шаймиева. На летно-испытательной станции Антону Алиханову продемонстрировали самолет-лабораторию Ту-214, на базе которого испытываются комплектующие и оборудование по программе полного импортозамещения. Министр также поднялся на борт строящегося Ту-214 в цехе окончательной сборки. Сегодня во второй половине дня Антон Алиханов и Рустам Минниханов посетили особую экономическую зону Алабуга, осмотрели цеха Солерса. Это линии сварки, покраски и сборки моделей. Главе Минпромторга показали перспективные модели и планы локализации. На площадке «Аурус» гости ознакомились с производством машины и побывали в Алабуга Политех. Тимур Шагивалиев рассказал о специальностях, по которым ведется обучение. Антон Алиханов осмотрел и Казанский вертолетный завод вместе с заместителем руководителя администрации президента Максимом Орешкиным и премьером Татарстана Алексеем Песошиным. Увидели линии сборки вертолетов Ми-8 и Ансат. Гостям показали новый производственно-учебный центр, который ежегодно готовит до 3500 высококвалифицированных рабочих. Рассказали о расширении производственных мощностей и модернизации Ансата в кооперации с Ростехом. Сегодня машину готовят к летным испытаниям. Антону Алиханову и Максиму Орешкину доложили о реализации действующих контрактов на поставку гражданской техники. Следующий год для КВЗ юбилейный. Предприятию исполнится 85 лет. Сейчас завод обеспечен заказами на годы вперед. Врачи Республиканской клинической больницы спасли жизнь пациенту с раком легких 3-й стадии. В сентябре к ним обратился мужчина. Он буквально задыхался от кашля. После обследования врачи выяснили, у него злокачественное образование, и оно спровоцировало деструктивную пневмонию, из-за чего легкие начали разлагаться. Какую технологию применили хирурги для спасения пациента? Репортаж с Ириной Васильевой. Здравствуйте. Как дела? Все хорошо, спасибо. Самочувствие очень хорошо. 46-летнего Равшана Абдулаева сегодня выписывают из РКБ. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Но месяц назад все было по-другому. В сентябре у мужчины резко начался сухой кашель. Температура подскочила до 40. Целый день начал кашлять. Я уже так понял, что и тоже что-то не так. Боль не чувствовал. Вот я говорю, 2-3 дня кашля был. Сухой кашель. Просто не останавливался, можно сказать. Задыхался, да. Уже, было уже плохо дышать. В тяжелом состоянии пациента сначала госпитализировали во вторую горбольницу Казани. Оттуда перенаправили в РКБ. Здесь выяснили онкология 3-й степени. Из-за новообразования легкие Равшана Абдулаева начали разлагаться. Мы обнаружили у пациента запущенный онкологический процесс, который обтурировал, так по-простому, закрыл просвет бронха, в результате чего у пациента возникла деструктивная пневмония. То есть это пневмония, которая сопровождается разрушением легочной ткани с образованием абсцесса. То есть у пациента не только интоксикация
онкологическая, а здесь еще инфекционная интоксикация. У Равшана Абдуллаева была поражена половина легких. Пациента несколько часов оперировали сразу 3 хирурга. Опухоль удалили полностью. Оказалось, она проникла в сосуды сердца. Это и усложнило операцию. Когда мы оперировали, мы вынуждены были скрывать сорочку сердца, перикард, чтобы уже в полости перикарда можно было только обработать сосуды. Обычные сосуды обрабатываются они снаружи, то есть мы сердце не затрагиваем. В данном случае мы вынуждены обработать сосуды внутрисердечно. Врачи торакального отделения РКБ используют новые технологии. 80% операций они проводят через надрез в 3 сантиметра. Прошли обучение у ведущих хирургов Москвы и Санкт-Петербурга. Сейчас я очень себя хорошо чувствую. Чувствую, наверное, так же, как будто ничего не было. Ну да, есть момент, когда вот, если уж быстро ходить, там бегать, ну там чувствуется уже отдышка. Благодаря врачам я им очень благодарен. Я, как говорится, уснул и проснулся. Я себя чувствую очень хорошо. С начала года врачи отделения торакальной хирургии спасли жизнь 30 пациентам со сложными диагнозами. Сирина Васильева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. В Татарстане регистрацию собак планируют сделать обязательной, а за нарушение правил их содержания ввести штрафы. Такой законопроект представило Главное управление ветеринарии республики. Его рассмотрят на ближайшем заседании Госсовета. Актуальность законодательной инициативы объяснили сегодня на пресс-конференции. Она направлена на повышение ответственности владельцев домашних животных. Обязательная регистрация собак уже действует в нескольких российских регионах, в том числе в соседних республиках. Как в Татарстане отзываются о переменах и для чего они нужны, узнала Алена Струминская. Самое главное, что можно увидеть, тех собак, кошек, которые встречают любого нашего гостя, и особенно их глаза. На этих снимках десятки бездомных подопечных Зеленодольского приюта «Кот и пес». Фотовыставка, приуроченная ко Всемирному дню защиты животных, открылась в штабе «Единой России». Ее цель – привлечь внимание общественности к проблеме. У нас больше 530 собак, чуть больше 100 кошек. Это достаточно огромное количество для нашей республики, поэтому тут огромная благодарность всем, кто помогает, и в том числе выставка, руками, сбор кормов. Чтобы законодательно урегулировать эту сферу, с инициативой вышло Главное управление ветеринарии Татарстана. Основное положение законопроекта – обязательная регистрация собак. Их в нашей республике порядка 125 тысяч. Каждую планируют поставить на учет. С 2015 года управление ветеринарии проводится добровольная уведомительная регистрация собак, которая, к сожалению, не оказала требуемого воздействия. За 8 лет, начиная с 2017 года, всего добровольно было зарегистрировано 13 875 собак. Введение обязательной процедуры регистрации собак позволит уменьшить количество бездомных собак, улучшить процедуру поиска владельцев потерявшихся животного и повысить социальную ответственность владельца животных. Для регистрации собаки нужно обратиться в государственную или частную ветклинику. Питомцу установят чип и занесут в единую электронную базу. Там укажут фамилию владельца, возраст и породу собаки. Сделать это нужно в течение года после вступления в силу закона. Процесс будут контролировать. Первое – это по обращению, опять-таки, граждан. Второй момент – это у нас организации, которые занимаются отловом. Третье – это когда наша ветеринарная служба проводит мероприятия, то есть ежегодно не менее 10 раз они посещают личное подсобное хозяйство весной и не менее 10 раз осенью. Обязательная регистрация собак уже действует в Чувашии, Мариэл, Кировской, Рязанской и Мурманской областях. Думаю, что это просто какая-то еще одна галочка, скажем так, взаимоотношения хозяин-собака. Пусть они будут на учете так же, как и все мы. По-моему, инициатива хорошая, если это будет контролироваться. Разработали и систему административных наказаний. За первое нарушение правил содержания собак – предупреждение. За второе – штраф до 4000 рублей. За третье – 5. Законопроект рассмотрят на сессии Госсовета. Если его примут, то он вступит в силу с января 2025 года. Алена Струминская, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Зыбкая гарантия вечного покоя. Чем обернется приватизация казанского ритуала? Землей на кладбищах торговать не будут, но неприкосновенность захоронений железно не гарантирует. Все подробности читайте в интернет-газете «Реальное время».
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Александра Невского, директора Государственного бюджетного учреждения безопасности дорожного движения, президента Академии наук Татарстана Рифката Миниханова. Награда вручена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, говорится в указе главы государства. Еще одну награду Рифкат Миниханов сегодня получил из рук премьер-министра России. Михаил Мишустин сегодня вручил премии правительства в области образования. Церемония прошла в Москве. Одними из лауреатов премии стали президент Академии наук Татарстана, директор Государственного учреждения безопасности дорожного движения Рифкат Миниханов и ректор Казанского института культуры Роза Ахмадиева. Их наградили за разработку учебно-методических пособий, обучающих правилам безопасного поведения на дороге для детей дошкольного возраста. Лауреатами также стали татарстанские педагоги и работники Академии наук. Премию традиционно вручают в преддверии Дня учителя за многолетнюю и плодотворную работу в сфере образования. Это еще один повод сказать нашим педагогам, как мы им благодарны, признательны за те знания, что нам передали, за тот жизненный опыт, которым с нами поделились. Благодаря труду учителя появляются в новых поколениях те, кому предстоит развивать нашу науку, нашу экономику, социальную сферу. Соответственно, наш модуль в общей системе непрерывного образования, обеспечения безопасности жизнедеятельности является основным. Та группа, которая работала и работает в этом направлении, включает родителей, воспитателей, учителей, педагогов высшего образования и, конечно, научное сообщество. Но и все это при поддержки руководства Республики Татарстан и правительства Российской Федерации. Очередная сессия Госсовета Республики состоится 9 октября. Об этом сообщили сегодня на заседании Президиума парламента. Встречу провел Фарид Мухаммедшин. Главным вопросом предстоящего заседания станет бюджет Татарстана на предстоящие 3 года. Как отмечают, казна верстается в непростых условиях и прогнозируется с дефицитом в 13 миллиардов рублей. До этого главный финансовый документ обсудили во всех комитетах. Депутаты внесли ряд поправок и предложений. Я должен поблагодарить председателей профильных комитетов, заместителей председателя, курирующие эти комитеты. Организованно прошло и широкое представительство было обеспечено на парламентских слушаниях. Несмотря на непростые условия спецоперации, санкции, сжатие рынка сбыта нашей продукции, главный финансовый документ сбалансирован, социально направлен и программно ориентирован. Законопроект о бюджете республики на ближайшие 3 года вынесут на рассмотрение Госсовета в первом чтении. Сегодня заседание комитета по бюджету провел заместитель председателя парламента Марат Ахметов. Бюджет будет программным и социальным. На первоочередные расходы направят более 80% средств. Только на увеличение фонда оплаты труда 174 миллиарда рублей. Министр финансов Радик Гайзатуллин рассказал о доходах и расходах казны. Доходы складываются из налога на прибыль, налога на доходы физических лиц, упрощенной системы налогообложения. Говоря о расходах, Радик Гайзатуллин отметил, бюджеты районов и городских округов, поселений на предстоящие 3 года прогнозируются бездефицитными. Завершается работа по утверждению портфеля федеральных проектов, которые войдут в состав 19 новых национальных проектов. Разработаны паспорта, целевые показатели и мероприятия федеральных проектов, целью которых является достижение задач, поставленных президентом страны. В настоящее время отраслевыми министерствами прорабатываются с федеральными органами власти вопросы включения республиканских объектов и мероприятий в новые национальные проекты. В Татарстане продолжается подготовка контрактников к службе в зоне СВО. Для тех, кто заключил соглашение с Минобороны в нашей республике, на базе ДОСААФ организовали 5-дневные курсы. Их проводят инструкторы с опытом службы на СВО. Сегодня к занятиям приступил 8-й по счету поток обучающихся. О навыках, которые они здесь получают, расскажет Дмитрий Аренин. Боец с позывным «Татар-Бай» раньше служил в спецназе, потом на гражданке занимался бизнесом. Сейчас решил поступить на контрактную службу. Для этого житель Башкортостана специально приехал в Татарстан. Отношения лучше, потому что с Башкирии, что с Москвы, там даже ничего не объясняют, там типа только приезжайте. А здесь все растолковали, объяснили и сказали, то, что типа вот это надо, то надо, вот экипировку выпадем. Ну все вот, то, что вот, ну как положено, по-людски. Комплект белья.
Всем нашим контрактникам выдают набор экипировки, где различные армейские принадлежности и аптечка. Татарстанец Артур Бадреддинов в армии не служил. 20-летний парень решил поддержать своего отца и также подписал контракт. У меня такое воспитание. У меня отец всегда был патриотом, я патриот. Вся семья любим родину, хотим остаться здесь, защищать ее. Кто в армии был, обучали как стрелять. Помните? А теперь если я сяду так, я силуэт свой понизил. Всех контрактников учат навыкам ведения современного боя. Это и стрельба, и тактическая медицина. Особое внимание управлению и противодействию дронам. Занятия проводят инструкторы с опытом СВО. Чтобы они понимали, что делать на поле боя, как занимать посадки, как вести правильно, располагаться в посадках, как правильно вести бой в городском секторе, в деревнях. А потом они отсюда уходят уже дружные, слаженные и уже понимают. Современные классы, современное оборудование. Курсы будут идти 5 дней в классах, тире и на полигоне. А владеть современными навыками помогут передовые интерактивные технологии. По окончании обучения получают свидетельство и уже направляются в войска. Практика показывает, мы уже 200 человек выпустили, значит, с ними в постоянном контакте. И практика показывает, что наши курсы очень серьезно помогают и в вопросах боевых действий, в вопросах выживаемости, в особенности тактической медицины. Такие курсы будут проходить и далее. В планах увеличить места и число участников занятий. Дмитрий Айрин, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Сегодня в Набережных Челнах состоялся финал Кубка президента Федерации волейбола Татарстана среди промышленных предприятий и сельских районов. Участники собрались в отремонтированном зале 11-й спортшколы. Их приветствовал Фарид Мухамешин. Он отметил, за 11 лет соревнования превратились в масштабный любительский волейбольный турнир. В этом сезоне участие приняли 69 команд. В финале Татнефть, Татэнерго, Казань-Восток-Сервис и Татхимфармпрепараты, а также Сабинский, Мамадышский, Аксубаевский и Муслюмовский районы. Фарид Мухамешин отметил большой вклад трудовых коллективов и сельчан в развитие волейбола как массового вида спорта. И напомнил, в Татарстане им занимаются с детства. Действует проект «Школьная волейбольная лига». Более 33 тысяч учащихся активно занимаются волейболом, защищая цвета своей школы, своего класса, своего района. Я полагаю, что интерес к волейболу очень высок, он развивается успешно и один из самых любимых видов нашей республики. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Амирханом Калимуллиным. До встречи. Здравствуйте. В студии Амирхан Калимуллин. В Татарстане на погоду начнет влиять антициклон. Ожидаются осадки и понижение температуры. Сейчас подробнее. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Арске, Кукмаре, Зеленодольске облачно. Дождь. Температура днем плюс 15-16, ночью 8-9 градусов. В Буинске, Тетюшах и Дрожжаном на большей территории облачно и дождливо. Температура днем 14-16, ночью 9-10 градусов тепла. В Чистополе, Новошишминске и Нурлатах будет облачно. Осадки. Температура днем 15-17, ночью 9-10. В Набережных Челнах, Актаныше и Нижнекамске пасмурно. Дожди. Температура днем 14-16 градусов. Ночью температура 8-9 градусов тепла. В Альметьевске, Бугульме и Бавлах облачно. Осадки. Температура 15-16 градусов тепла днем и 8-9 ночью. В туристических городах республики тоже осадки. В Свияжске днем 16, ночью 10 градусов тепла. Облачно, осадки. В Болгарах днем 15 градусов, ночью около 11 градусов выше нуля. Пройдут дожди. В Елабуге температура плюс 15 градусов днем и 9 градусов ночью. Облачно, осадки. В Казани будет пасмурно и дождливо. Температура днем составит 16 градусов тепла, ночью 10. Атмосферное давление близко к норме. Оно составит 753 мм ртутного столба. Ветер около 4 метров в секунду. Влажность 59%. Магнитное поле спокойное. Это все о погоде. Я с вами прощаюсь. Хорошего настроения. Берегите свое здоровье.